Приветствую, друзья! Старейший город Казахстана, столица тюркского мира, Туркестан. Да уж не Ваня. Саха 2005 в Казахстане. Это обязательно выложите, что он... Да, обязательно выложите. Адыравылырын доғыттар, бүкелінгі премияға оннаманны кәлерін барарым қағаңы тағардар бәті. Командировкалар частыйдылар, Түркистанға бар әрті бұд, білеген бұл Астанаға олары бұд. Олаттар Эрчімен, Айхан, рөлер олар олдар. Бұл манды кірілерге хәджерге мияқа абырыр портативный зарядник. Бәйем мерчім итағай, ұрықтақ, үші байты қоңғолды бұд, түйәрілі бұд, бұл ультрафиолетовай бешәтін атыныр. Онлық же, еманының олды бұд, термес. Бұл термес жасқы, мен мандығы әрдеттен мүштайдыр етім, оны бұбаға ханам толда деханады. Үші бұл матавай поверхностақ, білі тыңқына бар, тыға бар, онлық же алыратынан подкладқалақ, онына бұл олық тоқты бат. Бак. Тоқты бар. Мен уже туғаны арттым, ол ең бұл кофе сүрбіті көстер. Чүгей, барды көрсі бәлебін, командировкаға, жәдерге, чай барын арнады. Офсет рекламный продукцияны толыры циклыңыры. Кенегеттен, журналттан сағалан этикеткаға, упаковкаға тие, сувенирный продукцияны, световой вывескалары, металлері, төске кетелер нағарада белелері, улахан декорациялары оңыран тағарар. Қанлық бағарар сұруғы, қайдақ бағарар малғы түйіренсет. Футболкаға, кепкаға, зарядникка дағаны даже колонкаға түйіренсет. Онын сейттері мені хеға промокодтақ кәлдім. Бүйін түхінчеттен әлбәқ сумаға сақасын орды құдына Gelix Max промокодынан 5 бірген скидкалын ағын. Промокод ақсыне өйі бүтер деріледер. Онын компаниялар бұлақан корпоративный сақасын орыр болы құдына ұқсан әлдеттен сақастан барғытын кәлен ер саңа жылына. Чаваттар, или өйтімі қайдаты бұд? Бардыд? Саңа жылнын! Кәлен ер саңа жылнын! Состав заряженный. Айхан и Эрчмен. У меня есть электронный билет, можно по электронному, но ради любопытства распечатаем билет. Опа, кем меня? Да, я вас уже зарегистрировала. Только B7, B8, можете туда подойти. B7, B8, вот, как всегда со мной что-то случается, переключения начинаются, билет не выдался, ничего. Зато онлайн-регистрация все равно работает. А так, до 5 килограмм можно с собой брать. И если превышает, то сдаем багаж. Я вот сдал аппаратуру и штатив. А здесь MacBook и вещи. Стойки саморегистрации. 1 килограмм 2200 тенге. У меня 8,3 килограмма. Это все. Я оплатил по тенге 18 260. Вот такой пейзаж. Красота. Вылетаем с Алматы. Приехали, летели.
Красивый аэропорт, очень красивый. Вау, вау, вау. Такси, да? Сколько стоит до центра? Один? Да. Полторы? Полторы, да? Рахмет. Да. О, Чоккайди. Алматы, Туркестан, Алматы, туда и обратно. Билет стоит 32 тысячи тенге. Это в рублях 4,5. Вообще шок, мы в шоке. Добро пожаловать в Туркестан. О, солнечно. Вчера как было? Снег был, да? Не было? Был, да? Все растаяло быстренько. Ой, красота, где? Мусанган микрорайон. Новый микрорайон строит. Все, надо положить эту экшн камеру. На нормальной камере будем снимать. Туркестан. Один из древнейших исторических городов в Центральной Азии. Он находится на юге Казахстана, от Алматы до него 800 километров. Город занимает особое место у тюркских народов. Здесь сохранились строения времена Тамерлана, полководца и основателя империи Тимуридов. А исторические объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Итак, сняли квартиру. Показываю, что да как. Заходим. Это у нас кухня с балконом. Это зал. Это уборная номер 1 со стиралкой и с душевым. Это уборная номер 2. Комната Айхана и Эрчиме. И моя комната с балконом. Выходим на улицу и такой прекрасный вид. Итого за 4 дня мы оплатили 96 тысяч тенге. Это в рублях 13 700 рублей. И это делим на 3 человека. 4500. 4500. Мы находимся в музее истории и культуры тюркского народа. Билеты купили, и плюс видеосъемка стоила нам 3400 тенге. Это в рублях 500 рублей. Так же, как и по якутским национальным верам, у них тоже есть древо жизни, Байтарек. С якутского, например, это Виханги, Орто, Ван Аларадойду. Вот верхний, центральный и нижние миры. Инструмент железной руды, и даже с якутского вот. Уста куралджи. Эх, адар ты говоришь тупиган на меня. Уста я что ли? Твора, а ты не как потом где? А теперь устарам она хайлыба. Одним из нашумевших мест города является комплекс Караван-Сарай. Комплекс включает улицы торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, летучий театр, амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, спа и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на которых будет проводиться театрализованное шоу на воде «Парад лодок». Караван-Сарай не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Хаджи Ахмеда Ясави центром притяжения туристов. Алтын Самырык, Золотой орел или летающий театр. Мы здесь только что зашли, вышли. Вообще супер. Если вы будете в Туркестане, обязательно сюда заходите. Минут на 10 это маленькая экскурсия по Шелковому пути.
На видео не разрешается снимать, а так это 8D видео про историю Казахстана и про какие намерения в Казахстане есть, ну, планы. Вообще супер видео, не разрешается снимать на видео, поэтому сходите непременно и смотрите сами. Во, вообще. Приветствую, друзья! Мы находимся в компании Сахат 2005. Да, правильно, вы не расслышали. Сахат 2005 в Казахстане, а именно в Туркестане, строительная компания и его директор. Меня зовут Дархан, всем привет. Из Якутии. Да, я родом из Якутии, из поселка Хандыга, Тампонского улуса. Здесь вот работаем, в данный момент в Туркестане расположились. Расскажите, пожалуйста, как вы сюда переехали и про отца и матери. Отец Ну, у вас вообще это казах, долгая да? история, да. Отец у нас туркестанский казах, его зовут Курбан. Они в свое время в 80-х годах поехали на заработки в Якутию. И как бы там остались, там встретился с мамой, там ну, и так далее. В 96-м году, в то время, когда мне исполнилось 3 года, мы приезжали обратно сюда, чтобы жить. Здесь начался кризис и так далее. И в 2000 году нам снова нужно было вернуться. И братья, сестры остались здесь. Родители взяли меня с собой, так как я был на тот момент самый младший в семье. И мы поехали, получается, обратно. И в 2005 году мы вернулись. Соответственно, от этого выходит название компании Сахат 2005. Вот. А маму как зовут? Маму зовут Ольга Афанасьевна. Она из села Тополиное. Она тетя Вити Лебедева. Да, родственник с маминой стороны. Вот с 2000, эту компанию вообще основал отец. С 2005 практически во всех областях Казахстана велись подрядные работы на разных уровнях. В данный момент, вот с 2019 года, вот в этой области мы сейчас в Туркестане, в Шымкенте и вот здесь в ближайших местах вот работаем. А какие виды услуг, ну, работы вы делаете? Ну, мы промышленно-гражданским строительством занимаемся. Там, начиная от мелкого ремонта до строительства зданий. Вот на сегодняшний день мы сейчас 4 здания ввели в эксплуатацию, там сейчас уже люди живут. И на переходящий год у нас еще 2 дома из 7-этажных. Сколько человек работает в компании? У нас в штате где-то 30 человек работает, это прям завсегдатые там. А в основном масса это бригады, они по найму работают. Ну, достигало до 300 человек в день, не считая штата. Рентабельно ли сейчас заниматься строительством в Казахстане? Если госпроект, то это не прям так рентабельно. Это зависит уже от опыта и профессионализма. А так, если частно застраивать дома и продавать их по актуальной цене на момент продажи, то вполне окупаемые. Какие воспоминания о Якутии? О Якутии самые теплые воспоминания. Охота каждый год как-нибудь там с друзьями, там, ну, в зависимости в какой компании сидим, постоянно планируем поездку. Ну, не получается как бы. Все как бы помню, как вчера, как в школу ходил. Друзей помню, там, наверное, их сейчас не так уж много осталось. Очень теплые воспоминания о Якутии, да. Часто тоже здесь пересекаемся с якутами. В Туркестан вы уже снимали влог про этот университет. Туда много вот. Брат сейчас за кадром стоит, вот он у нас самый активист в плане вот родственников. Ну, вообще сородичей искать и коннектиться и так далее. Хорошо. Назовите несколько мест из Якутии, которые вы помните до сих пор. Это вы Да, в Якутске я Уртой-Дойду помню, аэропорт, этот зоопарк. Потом помню Даймонд парк, вы, наверное, не знаете про него? Даймонд парк, да. Вы, наверное, никто про него не знает. Даймонд парк это, короче, комплекс, туда могут приезжать студенты, то есть туристы, и наблюдать за бытом якутов. Там они живут в палатке, это прям в Якутске есть такое место. Там семья постоянно живет в палатке, они пасут оленей, они там хворост собирают, поджигают и так далее. Это в Тамбов, что ли? Это в Якутске. В Якутске?
Олды, пожалуйста, если вы есть, напишите в комментариях. Даймонд парк называется. Там даже рысь есть на территории парка. Если мы вообще приеду, не знаю. Да. Айханнах вообще речмен. Что еще? Да и вообще вот часто вспоминаю, как это проезжали, там проплывали по Алдану, по Лене. Часто вспоминаю Ленские столбы. Да и вообще вот природа, это вообще прям отдельное искусство, прям вообще отдельное воспоминание о Якутии, это ее природа. Ну, комары тоже. Из местных, вот из казахстанцев спрашивают, почему Саха-2005 и что это означает? Много спрашивают. По телефону обычно общаемся. Как? Сахар? Нет, не сахар, без Р, 4 буквы. Саха. Спрашивают, я показываю удостоверение. Ну, там сзади Тулган Жера, Саха, то есть место рождения. Саха, и все становится на свои места. Мы находимся в парке напротив мавзолея Хаджи Ахмеда Ясави. В парке сейчас стало больше людей. Выходной день, суббота, воскресенье. В будни их было гораздо меньше. Приятная погода. Можно пройтись, погулять и узнать что-то новое с историей Казахстана, Туркестана. Мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави – удивительный комплекс дворцов и храмов, шедевр архитектуры, построенный в период с 1385 по 1405 годов. Это грандиозное сооружение было воздвинуто в честь жившего в VII веке известного на Востоке древнетюркского поэта и проповедника суфизма Ахмеда Ясауи. Слово Ясауи означает «из Ясы». Так в древности назывался город Туркестан. Помимо мавзолея Хаджи Ахмеда Ясауи, мавзолей включает в себя средневековую баню, хилвет, где жил великий святой, мавзолей внучки Тимура, Раби Султан Бегим и другие памятники. Новая мечеть Хаджа Ахмеда Ясауи в Туркестане открыта в апреле 2015 года. Строительство мечети финансировалось Турецкой республикой. Мечеть занимает территорию 2 га, высота ее минаретов составляет 33 метра, купола 31 метр. Парк первого президента Республики Казахстан, площадь которого занимает 38 гектаров. Парк является продолжением основной пешеходной улицы Туркестана и прогулочной территории. В центре парка расположено озеро, окружающее остров высотой 10 метров и диаметром 160 метров. По озеру курсируют лодки и катамараны. Мы приехали на конюшню Армана или твоего отца? Конюшни, там держится 7 голов лошадей, которые участвуют в Кокпаре. Сколько вы уже занимаетесь конным спортом? Это считается как конный спорт, да? Как пар? Ну, это национальный. Национальный вид спорта. Да. Сколько уже? Ну, вы раньше он, наверное, вначале не как спорт, как, наверное, в войну готовились. Раньше же на лошади, всадники. Сейчас на Кокпар готовим лошадей. Сейчас по парам участвует. У нас 3 пары. Басын қаттатпаса, басын босатса. Басын босат. Қисайтпай түзу ұстады, былай түзулеп жүр. А вы сами катаетесь на лошадях? Ну, время от времени? Да, я ездил. Но я не участвую. Не, просто так, для себя так. Нет, я ездил. А в Якутии ездили? На оленях ездил. Я же на оленеводном работал. А, да? Где-то. В Хандыге? Нет, в Хандыге не дальнился, в Тополином. В Тампо. Тамповский район. Это река Тампо. Кокпар вот каждый год оборот набирает так-то. Увеличивается, потому что там призы. Кто дает, тут организовывает, он как бы. Вот свадьба бывает, у нас той говорят. Той, вот. Они же, вот Кокпар сейчас по форме схожий стал. Кто приглашенный, все подарок приносят, вот это все на призы уходит, поэтому кто организует, особых затрат не несет. А туркестанцы чем в основном занимаются?
Ну, есть торговля, есть сельское хозяйство, ну, производство осов. Вообще не только у нас, по Казахстану уже мало нету. У нас сельское хозяйство, земледелие в основном. Заходим в конюшню. Это мы так случайно попали, вообще не планировали даже посетить конюшню и немножко рассказать про Кокпар. А где эти участники прошлого турнира, вчерашнего? Вот победитель. Все участвуют же? Все Но участвуют. Шрам же не участвовал. Вчера не участвовал, да. Вот вчерашний победитель. Как зовут? Чулдуз Жирен. Вчера увидел же? Ага. Вот это. Это звезда. Чулдуз это звезда. Он первым... Первый занимал, который первый машину занял. победил. Красавчик. Машину дают приз. Еще какие призы вчера выиграли? Скотт. Верблюжий там, это. Вон, верблюжий. Вот да. Во. Вот выигрыш стоит верблюд. Вчера ребята на Кокпаре участвовали и выиграли верблюд и сколько-то Да, баранов, да? мелкие бараны, козлы. бараны, козлы. Вот их выигрыш и плюс машина, автомобиль. Какую машину дали? ВАЗ-0. Какой? 99-й. Верблюжий молоко, самое полезное молоко из всех. Верблюжий Из них 6. кумыс делаете, да? Хумыс. Хамаран. Хамаран. Да, Из верблюжьего хамаран делают, а из конины хумыс. Хамас. Кумыс. Это наш кумыс. По-казахски хумыс. Хамас. Про конюшню и про лошадей, про Кокпар. Вообще отдельный сюжет можно снять. Но если получится, мы обязательно снимем и покажем вам отдельно соревнования Кокпар. Кокбари. О, красавчик, какой большой. Массаж, да? Біраз болды өтпегеннен бері. Сразу апарып. Бір аптадай болды. Вот кто сможет кататься? А? Катайтесь, кто сможет. А он нормальный, да? А, В нормально? смысле, Спокойно. Спокойный, да? Да. Хорошо. Макс, не тупи, там закричишь. Шрам дал пшиш. Больно будет. А? Шрам дал пшиш. Если упадешь, не больно будет, говорят. Да, не больно будет. Профилактика протрузии. Один раз показать, да, как? Последний раз катался в детстве. Тапас нормально. Атаған көрейді. Атаған дұрыды. Поехали, типа, как говорят? Говорят, лошадь сразу чувствует человека, да? Ничего же. У меня одежды нет, не приспособлен. На, сможешь? Угу. Попробуем. Да, блин. Брахтарарым был. А? 19 на конце был. С левых ног. С левых ног. Левый ног. А, цвета боится, да? Красного, да? Нет? Блайрах. На, кеңді жерге алып шықсай. Брахтарарым да мұстаға жауым қалақ мен. Давай не будем. Давай не будем, короче. Чувствуешь то, что ты пугаешься? Да, я поэтому же говорю, он чувствует человека. Я просто давно не катался. Не надо. Нет? Боишься? Короче, он боится. Джиги. Джигитте. Это следующий обязательно раз. выложите, что он побоялся. Да, обязательно выложите. выложим. То есть боится как будет по-казахски? Корктор. Джигит, корктор. Коркак. Джигит. Впервые катаюсь на верблюде. 1000 тенге. Обслуживает маленький ребят. Можно держаться, да? Опа. Ага. Да, уж не вади. Телефонға қаярда кірдік.
Ужас, как пушистый. Балдеж, погай. Вообще кайф. Файгово вообще. Как будто на Чили. Очень пушистый. Мягкий. Здесь погода. Эмрива. Брахача. А ночной Туркестан – это совсем другой мир. Собираемся на вечерний званый ужин. Карманов нас пригласил. Едем достаточно, не так далеко, 2,5 километра, кажется, за 630 тенге. В рублях это будет 90, что ли? 80 с чем-то рублей. Гостей много. Добро пожаловать. Очень рад вас увидеть еще раз. О, салам алейкум. Сразу камера мы вынем. Так как у нас мы казахи, гостеприимство, это все у нас приветствуется. Поэтому я... Бешбармак который. Вот, короче, да? Это наш дастархан, застолье. То есть у нас у казахов дастархан это много значений у этого слова. Стол, который ты назвал, даже если на нем нет скатерти, называется дастархан. То есть если вы приехали ко мне в гости на фазенду, например, где у меня нету возможности вот такой стол накрыть вам, я вам там, не знаю, дал хлеба и так далее, это уже дастархан, который я вам накрыл. За дастарханом все и радостные, вот, допустим, мы готовимся к тою, неважно там, на свадьбе там или там похороны, не знаю, собираемся, обязательно все самые близкие люди собираются. И также сегодня вот собрались близкие люди. Спасибо, что позвали. Да, потому что события, все близкие люди собираются, чтобы, вот здесь вот, допустим, у вас пришло 4 человек, 3 человек, например, да, и здесь вот вас трое, может 50-70 человек обслуживать вот 3 людей просто и все. Это наши гостеприимство. Домбра это наш национальный инструмент, как вы знаете, да? Не, вообще, по идее, настоящий казах не казах. Настоящий казах это домбра. Домбра это отдельная личность для нас, понимаете? Смотрите, у нас у казахов вот так вот. Жена, она не будет у тебя спрашивать, будешь ли ты пить чай или нет.
она нальет тебе чай и предложит тебе, и все. И она только тогда выяснит, да, будешь ты или не будешь. Но перед тем, как выяснить, она все равно тебе нальет чай, как бы, да? Да, ходим, аван. Это наш уникальный. Здесь берем. И с мясом обязательно. Так. Без бармак, без табак. Очень вкусно. Посетили Туркестан хоть и не в сезон, но остались незабываемые впечатления на всю жизнь от красоты и гостеприимства города и ее жителей. Туркестан нам очень сильно понравился, очень атмосферный город, где начинается история Баран-Керамбар. Спасибо за гостеприимство, Лихкен Рахмет. И хотелось бы сказать, путешествуйте много, развивайтесь, расширяйте свои границы. И до новых встреч. Пойдет, да? Снято? Снято. Ага. Иди куда.